Добрый вечер. Сегодня последний выпуск программы «Протрем очки» в 2021 году. И есть смысл подвести некоторые итоги, сведя их в несколько номинаций. Номинация номер 1 – «Личность года», которую мы, как ни странно, вынуждены делить на две. Личность года в единственной ипостаси успешного политика – это, разумеется, лидер Коми-организации КПРФ Олег Михайлов, избранный депутатом Государственной Думы в сентябре этого года. Личность номер 2 уже во множественной ипостаси. Разумеется, это Владимир Уйба. Но в отличие от христианских догматов, к своей главной ипостаси, глава Республики Коми, он добавил не 2, а целых 4 новых ипостаси. И вот первый из них – блатной. Он обогатил общение с собеседниками сравнительно новым выражением «конь». А вот и просто назад. А вот и просто назад. Пошли, пошли, выступи публично. Ты уровень, пошли, выйдем, как он не Ипостась номер 2 – паровоз, но, правда, с плохой тягой. Он так и не смог привести ни одного кандидата от партии «Единая Россия» в этой цепочке паровозной в Государственную Думу. Ипостась номер 3 – главный ядрос. Этот пост уже по партийной части достался ему в самом конце года, буквально 3,5 недели назад, когда съезд партии «Единая Россия» поручил ему еще и партийную организацию, возглавить партийную организацию республики. И, наконец, четвертая и главная ипостась по итогам года – Владимир Уйба – Путин, как он сам объявил в мае, общаясь с жителями села Мутный Материк. Да какой Путин? У вас я Путин. Какой Путин у вас? Значит, вот мы проговорили. Ну, а для вас Путин, конечно, а кто это вас? Кто-то добавляет к себе ипостаси, а кто-то теряет и единственную. И эту номинацию мы решили назвать «Отставки года», которых было немало в этом году. В марте в отставку ушли вице-премьер Галина Рубцова и министр природных ресурсов Роман Полшветкин. В апреле министр культуры Сергей Емельянов. Но это были местные кадры, не то что гапликовского, еще и газеровского призывов. А вот в середине года произошел перелом, и из правительства республики начали уходить уже варяги Уйбинского призыва. В июле Ирина Бахтина, а в октябре руководитель администрации главы Игорь Башков. И вот буквально 10 дней назад в огромный целомесячный отпуск вышел еще и сам первый вице-премьер республики Игорь Булатов. И, естественно, породил тем самым слухи о том, вернется ли он назад в Сыктывкар. Номинация «Экономическая новость года». Она, естественно, компания «Северсталь» продает АО «Воркута-Уголь», ООО «Русская энергия», за которым стоит концерн АИОН, который занимается в основном строительством и эксплуатацией морских портов на арктическом побережье России. Руководитель этого концерна Роман Троценко замечен в качестве одного из видных советников президента компании «Роснефть» Игоря Сечина. И, наконец, событие-парадокс года, которое и состоялось, и не состоялось в одно и то же время. Это столетие Республики Коми. Дело в том, что оно состоялось почти для всех россиян, кроме жителей самой республики. Дело в том, что россияне по телевизору и в интернете, конечно, могли посмотреть замечательные репортажи с красочных торжественных мероприятий в Москве и Петербурге. А жители республики тоже ожидали таких красочных, торжественных и интересных мероприятий непосредственно у себя. Сначала чемпионата мира по хоккею с мячом, затем местных праздников на уровне городов и районов, ну и, наконец, в августе юбилей на уровне самой республики. И ничего этого не случилось. Все это было отложено до как раз наступающего года в связи с известным аргументом. Коронавирус, пандемия. Но аргумент этот довольно слабый, поскольку репортажи с Москвы и Петербурга мы же видели с не меньшим количеством людей. Боюсь, что это откладывание юбилейных мероприятий и стало той последней вагонеткой с углем, которой не хватило тому самому паровозу на выборах в Государственную Думу. В 2022 году угля такого сорта нам уже, слава богу, не понадобится. Будем надеяться, что и чемпионат мира по хоккею с мячом, и столетие республики, которое неизбежно превратится в 101-летие республики, все-таки пройдут, и пройдут именно как праздники. Но бог с ними, с праздниками. Второй год подряд мы убеждаемся, что главное не они,
а главное здоровье, причем не столько физическое, сколько умственное и душевное. Пусть нам его хватает в новом году. С наступающим!